Ребята, всем большой привет! Сегодня у нас будет обзор тепловых устройств. Оптический прицел фирмы GUID TR650 и монокуляр с дальномером тоже GUID TD631. Давайте мы начнем с монокуляра с дальномером. Все эти устройства нам предоставлены с магазина «Ночная охота», находится в городе Якутске. Ребята, всем привет! Сегодня я пришел в магазин «Ночная охота», находится в городе Якутске по улице Кирова, 18. Давайте сделаем краткий обзор и посмотрим, что в магазине есть. В магазине «Ночная охота» вы можете найти тепловизионное оборудование в широком ассортименте, тепловизоры фирмы Arcon, Guide и E-Ray. Также в магазине есть широкий ассортимент оптических прицелов для охоты. Чтобы делать на охоте красивое видео, можно купить отсюда камеры GoPro, DJI Osmo и еще Insta360. Также в магазине есть фонари для охоты, подствольники, налобники фирмы Armitec. Очень широкий выбор квадрокоптеров фирмы DJI, от маленького до большого. Даже есть тепловизор. Также есть GPS-ошейники для собак для охоты, электроманки, фотоловушки. Еще в магазине продается пневматическая винтовка Леший 2. С помощью этой винтовки можно стрелять до 200, даже до 250 метров. Калибр 6,35. Также в магазине одежда для охоты King Hunter. Что самое интересное, ребята, в магазине «Ночная охота» вы можете приобрести любой товар по беспроцентной рассрочке. Можете заказать даже сидя дома по WhatsApp, и вам доставят в любой уголок нашей большой республики. Так что, ребята, заходите, смотрите, берите, покупайте. Отличный магазин. И давайте сейчас мы начнем рассказ про это устройство. Вот это устройство идет вот в такой коробке. В комплекте у нас идет инструкция. Также у нас идет зарядник, провод USB и вроде все. И еще у нас есть чехол для монокуляра. Что же этот монокуляр умеет? Этот монокуляр у нас умеет подключаться по Wi-Fi, имеет сверху 4 кнопки: кнопка включения и кнопки меню. Вот этот монокуляр очень хорошо показывает, так как у него очень большая матрица, больше чем другие, соответственно цена тоже хорошая. Размер матрицы я вот тут на экране напишу. Подключаемся к Wi-Fi, приложение Target ER, как на андроиде, как и на айфоне есть. Давайте я подключу запись и давайте пробежимся по менюшке. Что у нас есть? У нас, если вы видите, сверху справа дальномер уже работает, показывает дальность в режиме реального времени. Вот так он очень хорошо показывает. Так, по меню. Меню очень простое, доступное. Вот тут мы подключаем Wi-Fi. Вот какие-то настройки, режимы. Вот пейзаж. Вот есть 3 режима. Выбираем вот эту. Так, дальше у нас вот картинка в картинке.
яркость. Давайте сделаем поярче. У нас есть яркость и это контраст. Так, ну вот это у нас основное меню. Получается, у нас есть дальномер, который очень хорошо обрабатывает все. И у нас есть два режима фокусировки. Фокусировка основного объектива переднего, крутится вот тут. И есть у нас настройка по диоптрию. То есть, если у вас очки, и без очков тоже можно смотреть с помощью вот этой крутилки. Можно фокусировать наглазник. Очень удобно. Так, сейчас мы фокусируемся вон там, где у нас мишень. Имеем мы зум цифровой. Вот такой. И как видите, картинка очень-очень четкая. Сейчас у нас светлое время суток, но это не важно, потому что тепловое устройство не реагирует на солнечный свет, на искусственный свет. Он лишь показывает температурную разницу. Если вот животное, он очень хорошо светится, и мы будем смотреть очень четкую картинку животного и так далее. Вечером на ночное время я тоже покажу, как оно показывает по животным. И у нас есть лицензия на охоту: косуля, лось и олени. Так что надеюсь, этот сезон у нас будет хороший. Мы поедем скоро на охоту и обязательно будем использовать вот данное устройство. Что еще можно сказать про это устройство? Устройство работает с батареей. Так, пока мы выключаем. Батарейка у нас находится вот тут, открывается. И у нас формат батарейки стандартный. 18650. Вот такая батарейка. Можно ставить любую другую батарейку. Вот эта батарейка идет в комплекте. В комплекте идет также зарядник на 2 батареи. Так что устройство очень удобное. Также оно подключается к компьютеру. Можно еще подключить Powerbank. Имейте в виду, что Powerbank должен быть без быстрой зарядки. Быстрая зарядка дает большой ток, и на большой ток подключать нельзя. Есть такие пауэрбанки, которые без быстрой зарядки, обычным током 0,5 или 1 ампер на 5 вольт. И с этим устройством можно подключить, пауэрбанком можно подключить оба устройства, и можно так ходить в тайге. Потому что батарея работает, ну, по паспорту где-то 7-8 часов, а в реале тоже где-то примерно 6 часов. В каком режиме вы используете, какую яркость используете и так далее. Wi-Fi используете и так далее. Дальномер вроде до 600 метров или до 500. Но в ближнем расстоянии до 300, до 200 она очень хорошо показывает. Что важно для вот таких устройств монокуляров, это размер матрицы. Я считаю, что размер матрицы имеет очень большое влияние на качество картинки. Насколько качественная картинка, тем самым мы можем определить, какое животное на большое расстояние. Если матрица маленькая, соответственно, надо приблизиться где-то до 100-150 метров, чтобы определить, какое это животное. Чем выше матрица, четкая картинка, тем, соответственно, лучше. Так, вот у нас рубеж. Подключаем устройство. Включение устройства, ну, где-то 5 секунд. Подключаем Wi-Fi.
И подключаемся по телефону. У нас выходит точка доступа. Подключаемся через телефон. Пароль по умолчанию от 1 до 8. Скачиваем приложение Target Year. И с помощью вот этого приложения, вот в приложении у меня уже настроены два устройства. Выбираем наш монокуляр. Ставим на запись, и мы будем смотреть все, что происходит в окуляре. Здесь у самого устройства тоже имеется функция фото, функция записи видео, и в таком режиме, наверное, будет жрать батарею, но не факт. Но если вот в таком режиме записи, само устройство не будет записывать вот меню, вроде оно там не видно. А если вот по приложению записывать, то тут все четко видно, все, что мы видим в окуляр. Давайте вот посмотрим в дальномер, и мы уже примерили там, где у нас стоит мишень, ровно 100 метров. Вот. Самый максимальный зум она показывает вот так. И давайте сейчас мы приступаем ко второму нашему устройству. Второе наше устройство — это у нас оптический прицел TR650 фирма Guit. И давайте пробежимся по менюшке. И потом здесь, кстати, тоже батарейка идет такая же. В комплекте идет одна батарейка, тоже в комплекте зарядник, USB кабель. Устройство приходит вот в такой красивой коробке. А в коробочке у нас вот такая большая сумочка. Так, в комплекте у нас, как видите, вот зарядник с кабелем, розетка, наглазник. Это наглазник от этого вроде. Так, и ремешок. Также идет инструкция, вот она. Инструкция имеет русский язык. Можно также инструкцию найти в официальном сайте, в интернете доступно. Устройство сразу идет вот с таким кронштейном верхним, вот видите. А снизу уже это мой кронштейн боковой на калашоид. И вот это кронштейн родной, как видите, стоит минимально низко. Это хорошо. Когда нога высокая, соответственно, оптический прицел от оси ствола выходит еще выше. И еще я вам расскажу, какой кронштейн выбирать. А пока мы подключаемся к устройству. Тоже также через Wi-Fi. Так, вот мы ставлю запись. И мы будем видеть все, что смотрит наш оптический прицел. Оптический прицел имеет 3 кнопки. Одна кнопка включения сбоку и 2 кнопки меню сверху. А вот эта кнопка фото и видео. Вот это у нас крутилка. Это по умолчанию зум. Но и мы по этой крутилке будем выбирать меню. Долгое нажатие на крутилку выходит у нас вот такое меню. Так, световая палитра, яркость, контраст. Далее у нас тип прицела. Выбираем первый прицел. Первая винтовка, вторая винтовка, например. Вот.
модель оружия А, Б, С и так далее. Можно пристреливать на разные винтовки и вот так сохранять в памяти оборудование. Так, дальше у нас режим пристрелки. Мы пристрелим сегодня 2 винтовки: Сайга 223 и 308 Вепрь. Так, дальше идет у нас Wi-Fi включенный. Ну, это всякие режимы. Автоматический сон можно включить, чтобы батарея зря не закончилась. И режим энергосбережения. Вот. И разные настройки времени и так далее. Установка часов. Режимы показывают. Одно короткое нажатие у нас выходит вот такой вот маленькое меню. И есть у нас тут стадиометрический дальномер. Вот этот дальномер мы наблюдаем вот 2 черточки синие, и тем самым вот крутилкой мы можем вот дальномерить примерно олень. Если по холке, по высоте оно вот такой, по высоте вот такой, примерно 124 метра. А если вот дальше стоит олень, вот так суживаем, и получается у нас 200 метров, 216. Но это, конечно, вот все примерно, но все-таки оно может вам помочь. Итак, мы приступаем сейчас к пристрелке. Начнем с 308 и закончим 223. Ранее я уже пристрелял, дабы изучить оборудование. И давайте сейчас мы еще раз вам покажем. Ребята, вот YouTube уходит из России. Если ваш YouTube плохо показывает, в низком качестве показывает или не открывает, у меня есть канал ВКонтакте, ВК-видео, ссылка будет в описании, переходите по ней, там все очень хорошо видно в качестве 4К, так что переходите на ВК. И сегодня мы пристрелим данный оптический прицел в 2 калибрах. Все этого, наверное, ждали. Всегда я ранее пристреливал на свою Сайгу 223. Калибр очень маленький, отдачи нету. Любой прицел держит. И сегодня мы попробуем на калибр 308. 308 хозяин здесь присутствует, так что хозяин сам пристрелит. У нас будет рубеж 100 метров. И сейчас я вам покажу, как пристреливать тепловизионные прицелы с помощью подручных средств, так сказать. Идем к рубежу. Итак, у нас рубеж 100 метров. Берем обычную картонку. Ничего рисовать не надо, потому что в тепловизор ничего не будет видно. Будет видно только тепло. Откуда взять тепло? В деревне, там, в тайге. Мы нашли одно решение. И это решение сигарета. Делаем отверстие и засовываем туда сигарету. И чтобы эта сигарета смотрела прямо на стрелка. Желательно вот так. И теперь, пока не потухнет, мы будем видеть тепловую точку именно вот здесь, на картонке. И когда будем пристреливать, не важно, нормально, оттуда тоже будет нормально. Короче, при пристрелке первый раз, когда вы впервые нацепили оптический прицел на свою винтовку, на охотничью, вы будете
тратить очень много патронов, потому что вы не будете знать, куда. И желательно вот в первый раз взять большую картонку. Чем больше картонка, тем больше шанса найти попадание. Если вы возьмете сразу маленькую картонку, поставите на 100 метров, будете стрелять, и пули у вас будут летать по верху, по низу, вы не можете определить первое попадание. Поэтому первый раз я рекомендую делать выстрелы с близкого расстояния. Например, с 10 метров, можно даже с 5, первый раз. Вот так с 10 метров взяли, сделали первый выстрел и смотрите, куда, влево, вправо. Если далеко влево, делаете корректировку по горизонтали, а вертикаль пусть останется. Главное вот найти горизонталь, чтобы по оси ствола было горизонтально прямо. А потом вы будете на расстоянии 30, 50, 70, 90, 100 и каждый раз вот так стрелять. Ну, например, 10 метров, потом 50, а потом уже можно на 100, если у вас большая картонка. Итак, мы идем сейчас и делаем первый выстрел. У меня вот такой китайский кронштейн, он универсальный, садится как на выпря, так и на этого, на сайгу. До конца. Все. Да. Это быстросъемная копия этого, как его, зенитки. Так, подключаем оптический прицел. Подключается она с кнопкой справа. Вот красная кнопка. Сейчас, подожди. Сейчас я немножко расскажу. В данном случае мы видим перекрестие. Прицелься. Так, вот наша мишень. Здесь у нас имеется две кнопки. Вот этой кнопкой мы крутим, и у нас зум, цифровой зум. Ну, вот так, например, если зумить. Сейчас я тут тоже на запись поставлю. Ой. Да. А что хорошо в этом приборе, можно пристреливать очень много винтовок. То есть калибров, винтовок. Также можно пристреливать на разные дистанции и это сохранять. Давайте мы сейчас посмотрим. Заходим в меню. У нас вот здесь есть режим пристрелки. Заходим. Вот, например, первый прицел. То есть я заленился и сделал на одном прицеле оба винтовки пристрелял. Надо вот так надо делать по феншую. Если вот оружие А, оружие Б, так надо делать. А мы поленились и пристреляли две винтовки на 100 метров. Вот на одной винтовке, там где шкала 50 и 100 метров. На 50 метрах, там где выбрано, я пристрелял на свою винтовку на 100 метров. И сейчас мы на 308 выбираем вот вторую. Вот мы выбрали. Пристреливать пока мы не будем. Так, вот так сохраняем. В прошлый раз мы пристреливали вот эту винтовку где-то на 80 метров. И сейчас мы делаем первый выстрел.
идем смотреть. Конечно, для хорошей пристрелки надо делать минимум 3 выстрела. А мы пока вот приближаем к нулю, поэтому вот проверяем по одному выстрелу. Так, в мишени мы наблюдаем вот такую картину. Пуля попала на 11 часов вверх с разбросом где-то 35 сантиметров. И что мы делаем? Берем вторую сигарету, зажигаем и втыкаем вот эту самую дырку, отверстие. Курить. Минздрав предупреждает не курить. Курение вредно для здоровья. А сейчас наша задача взять прицел, зайти в режим пристрелки и отсюда перенаправить крестовину перекрестие вот сюда. И все. Это у нас называется пристрелка одним выстрелом. Так, зайдя в режим пристрелки, заходим вот сюда, выбираем вот этот режим увеличения. Пусть будет такое. Так, и нам надо вот отсюда переправить перекрестие вот сюда. Получается, целились вот сюда, а попали вот сюда. То есть ствол смотрит у нас вот сюда. Так, сначала по X. По X вот сюда. Примерно вот так. Сохраняем. И по Y нам надо поднять вот сюда. Очень важно, ребята, вот куда мы целились, остается вот синий крестик. А вот зеленое перекрестие — это то, что мы корректируем. В данном случае вот так. Ну, примерно похоже. И сохраняем наш прицел. Выходим. Конечно, все знаете, стрелять, пристреливать приборы, оптические прицелы всякие надо одним боеприпасом, одной граммовкой, одним типом, например, вот, FMG, HP, SP, и не менять их. Сделай сразу 3 выстрела по первому мишени. Поставь под мишень. Сделали 3 выстрела, чтобы найти СТП. Наблюдаем вот такую картинку. 3 выстрела после корректировки у нас попадают вот сюда. То есть СТП. Маркер забыл, извиняюсь. СТП у нас находится вот тут. Одним выстрелом мы сделали поближе. А нам надо, чтобы почти в ладонь. Получилось у нас, что пули пошли чуть правее. СТП где-то на 12 сантиметров. Сейчас заново втыкаем наши элементы горячие. Не надо покупать всякие теплоиды. Главное было расстояние олдик. Мы стреляем оттуда. Ну, смотрят они примерно к нам. Вот так. А сейчас нам остается сделать корректировку отсюда, вот отсюда, вот сюда. И получается, мы пристреливаем по СТП. И этого
должно хватить. Разброс, конечно, получился не очень хороший. Ну, вот так, в спешку, вот так и получается. И уже во второй раз делаем точную корректировку под наши выстрелы. Приближаем. Получается у нас по X. Наверное, вот так. Я не знаю, вот шаг одного шелчка примерно минута. Вот так попробуем. Идем смотреть. Ну, вот такой у нас результат. Вот тут у нас стоял тепловая точка. Сделали 2 выстрела после корректировки. И у нас где-то 5 сантиметров около тепловой точки на 100 метров. Для нас это, в принципе, нормально. Очень точно пристрелять сложно, потому что на дальнюю дистанцию пиксели прибора не позволяет, потому что большой зум идет на дальней дистанции и тепловая точка у нас расплывается. В принципе, для нас, для ночной охоты на копытных, на большого зверя, на медведя, на волка у нас хватает. Так, теперь переходим к пристрелке 2-2-3. Итак, мы приступаем к пристрелке новой винтовки 2-2-3. В прошлый раз я пристреливал где-то с 80 метров. Так, заходим в меню, режим пристрелки, и я выбираю вот первый прицел. Второй на 100 метров мы поставили на 308. И теперь я выбираю вот эту режим на 50 метров. Так, выбираю. И давайте делаю первый выстрел. Вот у нас тепловая точка. И идем смотреть. А что еще хочу сказать, ребята. В последнее время участились случаи, когда в ночное время охотники, ну, не знаю, насколько они хорошие охотники, вот были случаи, когда стреляли по домашнему скоту, даже были случаи, когда стреляли по человеку, не разбирая, какое это животное. И вот такие плохие у нас случаи были. Поэтому в ночное время суток, когда вы охотитесь с приборами ночного видения, с тепловыми устройствами, охотник должен обязательно убедиться на 100-200%, что это именно то животное, на которое вы охотитесь. Так что, ребята, будьте осторожны. Так, первый выстрел. Мы не попали по вот этому картону, а попали вот сюда. Вот видите,
очень большой разброс, потому что пристрелка другая. Сейчас мы ставим вот сюда тепловой источник и делаем корректировку отсюда вот сюда. Так, по X. Вот так. По Y. Вот так. И делаем. И стреляем по мишени. Так, видим, что наши 3 выстрела по СТП вот сюда попали. И сейчас делаем еще одну корректировку, и должно все совпасть. Ну вот и мы попали в 3 серии. Куча 7-8 сантиметров СТП. И сделаем еще одну корректировку вот сюда. Ну вот, после коррекции мы попали вот сюда. В принципе, для меня это нормально. Ну и хочу рассказать про кронштейны. А если вы ставите оптический прицел на калашоид, на любой, на вепрь, на сайгу, на тигра, старайтесь найти вот такой кронштейн, который сидит низко. Вот, видите, она соосна с открытым прицелом, но ее не видно из-за того, что вот этот кронштейн, его, короче, чем ниже стоит оптика к оси ствола, тем она лучше, потому что идет эффект ножницы. Сейчас я вам постараюсь вот тут нарисовать. Получается, у нас ось оптического прицела, ось ствола. Вот у нас ствол. Получается, вот стоит у нас оптический прицел. Схематично. У нас здесь мишень. Это 100 метров. Допустим, вот тут будет мишень на 200 метров. Мы пристреливаем оптический прицел на 100 метров. Ну, идет вот так. Ось ствола, когда мы пристреливаем на 100 метров, она будет смотреть на 100 и дальше вот так полетит наверх. Чем выше оптический прицел стоит, тем эффект ножницы будет больше. То есть на ближнем расстоянии, на 60 и так далее, пуля у вас пойдет снизу. Ну, допустим, на 30. Где-то на 80 у вас будет первый 0, наверное. Тоже зависит от высоты оптического прицела. И когда вы будете стрелять на расстоянии 120, 130, 140 метров, вот тут будет стоять у вас мишень, и пуля будет идти наверх. Но тоже зависит, конечно, от высоты оптического прицела. Например, болтовые ружья, у них оптический прицел стоит ниже. И получается, у них эффект ножницы будет не таким большим. И вот погрешность разброса пули вниз и вверх будет минимальной. А вот на калашоиды, когда вы ставите высокие
высокий кронштейн, дабы видеть открытый прицел, у вас будет большой эффект ножниц. Поэтому старайтесь брать кронштейны ниже. Если вы возьмете выше, соответственно, оптический прицел тоже поднимется и будет плохо. И, соответственно, вот вертикальный крен, как вы держите, будет очень большим разбросом. Так что, ребята, выбирайте либо оптический прицел, либо открытый. Некоторые выбирают вот такие кронштейны или ножки на оптический прицел с вырезом или высокие, чтобы смотреть через открытый прицел. Не надо. Надо либо оптическим прицелом стрелять, либо открытым. Итак, ребята, сейчас ночь, темное время суток. И давайте сейчас мы посмотрим устройство GUID TD631, монокуляр, поисковик с дальномером. И давайте посмотрим. У нас впереди стоит стадо лошадей. И мы посмотрим, как работает дальномер, как показывает устройство. И потом мы перейдем к оптическому прицелу. Ну вот, перед нами мы наблюдаем вот стадо лошадей и большое поле. Фокусируемся на лошадей. Так, дальномер у нас стоит в режиме автопоиска, то есть он автоматически показывает расстояние туда, куда мы направляем. Например, вот стоит лошадь 120 метров, 123, 157, 133, 125. Вот так она показывает в темное время суток. Вон лес, например. Слишком далеко, кажется. Ну и вот такие режимы. Черное на белом. Дальше вот какой-то цветной. А вот красный. Спектр, зеленый. Красный. Но этот режим самый универсальный, я так думаю. Ну, что можно еще сказать? Отличная картинка. Вот. Большой хороший зум. Вот, уже ошибиться нельзя. Очень хорошо видно. Вот у нас большое поле. Посмотрим. Да, вот на другой стороне тоже все видно четко. Если бы там стояли кони или лошади, там мы бы увидели. Даже лесу, которая бы бегала вот по опушке леса. Но сейчас все тихо. А теперь мы будем наблюдать через оптический прицел. Ружье разряжено, 100 раз проверено. И сейчас я вам покажу, как же вот этот оптический прицел будет показывать по животным. Ну, сейчас надо фокусировать. Так, делаем фокус на лошади. Вот это кони 130 метров были, 125. Вот эти 100 метров были. Картинка также очень-очень четкая. Даже можем вот так приблизить. Вот так у нас зум 22-кратный цифровой. Если вы заметили, то сетка
находится на первой фокальной плоскости. Ну, как бы первая фокалька. Ну, тут, естественно, все в цифре. Ну и вот так все у нас показывает. Тоже других животных мы не наблюдаем, кроме лошадей. Никого нету. Тоже вот этот оптический прицел имеет такие же режимы показа. А вот горячий белый, черный на белом. Ну, так же, как и на монокуляре, потому что фирма та же. Ну, вот так все очень хорошо, отлично все видно. Качество на высоте. Вот на этом наш обзор данных устройств фирмы GUID с магазина «Ночная охота» в городе Якутске завершается. Будьте с нами, скоро поедем на охоту у нас. Я надеюсь, что в этом году нам тоже удастся удачно поохотиться. Пожелайте нам удачи. Всем спасибо, всем пока.